Долой корсеты, да здравствует эмансипация. Именно с таким настроением женщины всего мира вошли в 20-е годы прошлого столетия. Одежда как лакмусовая бумажка в этом вопросе. Девушки позволяют себе щеголять в брючных костюмах, отказываются от корсажа, андрогинность делают культом аж на столетия вперед. А маленькое черное платье становится символом века. Женщины не признают пышных форм, худоба, платья-мешки с акцентом на бедрах – тренд. А черный больше не траурный. Без чулок теперь не камильфо. А в шляпках уменьшают поля. Теперь клош в моде. Ну а стиль ар-деко захватил мир. Запад танцует джаз, а значит платье становится короче. Но параллельно, после Первой мировой войны, жизнь течет по своим законам в только что зарождающемся СССР. Октябрьская революция отменила классы. Не делила она людей на сильный слабый пол. Теперь все строители коммунизма. Тургеневская девушка становится товарищем, ну а решительная женщина-комиссар, естественно, не может быть в оборках, мехах и с длинными подолами. Да и голодное постреволюционное время диктует свои правила. Пролетарский лук был призван пропагандировать линию партии буквально на собственной фигуре. Идеология отбрасывает шляпки в сторону и дарит валькириям революции красные косынки, повязанные узлом на затылке. Мужские гимнастерки перекочевывают в женский гардероб, и кожаные куртки без подкладки, схваченные на талии ремнем, тоже пол не различают. Хотя, согласитесь, странный тренд для страны, которая поднимается из пепла. Но дорогая кожа неспроста стала трендом постреволюционного времени. На самом деле знаменитые куртки были сшиты еще во времена Первой мировой войны для авиационных батальонов. В то время они так и не были полностью востребованы, а после Октябрьского переворота обнаружились на складах и стали выдаваться чекистам и комиссарам в качестве униформы. Тяжелое экономическое положение подарило женщинам платья, сшитые из холста, прямые юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки. В 1919 году товарищ Луначарский выступил с заявлением решить проблему с одеждой для рабочего класса. То есть всю страну нужно было одеть в униформу. При таком раскладе все же советская мода 20-х стала одним из интереснейших периодов в истории. Ведь имела она и еще одно весьма противоборствующее направление. Его назвали непманским. В 21 году появились и те, которые захотели одеваться. Такое направление подглядывало за западными тенденциями. И хоть в идеологизированных кругах этот стиль воспринимался как буржуазный, в начале 20-х он развивался. Богема списывала свои образы с актрис немого кино. В трендах ходила Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич и Анна Стен. Более того, в 23 году появляется ателье мод, где легендарные Вера Ломанова и Вера Мухина, Александра Экстер, другие. В том же году появляется и первый советский журнал мод «Ателье». А модели одежды уже советских модельеров экспонируются в 25 году в Париже. В новой советской стране были и свои изобретения. Например, именитая Вера Мухина, создательница скульптуры «Рабочая колхозница», подарила советским женщинам платье-бутон. В моду среди молодежи входит и яркий футуристический костюм. Например, супрематические орнаменты на свитерах и шарфах, которые вывязывала мать художника Казимира Малевича. У одежды появились карманы и застежки. Структура выходит на первый план. Но западный дух все меньше витает в воздухе. И по одежде начинают вычислять классового врага. Однако это уже совсем другая история.